Снова подъезжаем к аэропорту. Сколько раз я уже сюда людей возил. Уже как местный. Провожаю сестренку с племянницей. Ну-ка, свет включим. Все-таки в Москву. В тот раз не получилось, помнишь, я хотел да вас проводить, не получилось. Теперь вот, ну теперь можно ехать смело и мне уезжать. Кое-что забыли, но это не очень важно, если ты позаботишься. Ну да. Я позабочусь. Какое доверие. До этого было не уехать, потому что не хотелось расставаться, а теперь уже все. Василису с Леной провожаю в Москву, и можно самому уже смело ехать. Сегодня у нас последний день осени. Да, у нас? О, да? Да, сегодня 30 ноября. Соответственно, я, получается, выезжаю зимой. Завтра 1 декабря, надо уже выезжать в свое путешествие. А Лена с Василисой свое. Да, Василя? Ну-ка, включи-ка свет по машинам ручкой. А у нас она сломана. Вот такая вот лампа. Ну что, вам хорошего полета? Сумка с телефоном и всякими штуковинами. Так, ну, собираемся. Выходим на выход. Ты едешь следующим летом покупаться с дельфинами с нами. Ты едешь следующим летом с нами с дельфинами покупаться. Да. Все, давай, Кирилл. Ну все, бегите. Так вот. Надоело уже, да? Ну все, приехали. Сейчас, значит, план какой? Нужно вот здесь порядок навести. Я думаю, может быть, сразу вот здесь сложу себе постель, чтобы потом не разбирать. Сразу все уложу и вещи покидаю, чтобы потом их просто вещи так оп, убирать. Ну, план такой, наверное. Сейчас время сколько у нас? Пол 11.
Ну, сейчас что-то лениво немножко надо кое-что поделать. Я хочу видео еще сегодня выпустить про баньку, где мы были в бане на днях. Сейчас надо пойти видео доделать, выпустить, поснимать вот это, пока светло. И завтра бы выезжать. А еще я хочу поделиться, что я начал бегать. И, ну, я хочу выработать привычку. То есть, может, многие слышали, что привычка вырабатывается, когда одно и то же действие делаешь 21 день минимум, а лучше месяц, но минимум 21 день. И вот я сейчас, сегодня ровно 21 день, как я начал бегать. Как минимум вот просыпаешься, одеваешься, умываешься и бежишь. Хотя бы кружок вокруг дома, это уже, на самом деле, вот ставишь себе минимальную задачу, маленький кружок вокруг дома. А дальше как пойдет. И на самом деле, как правило, идет гораздо круче, чем ты себе запланировал. То есть ты там один круг, второй, третий, потом на площадку там поджимался, поподтягивался, там еще там упражнения поделал. То есть входишь во вкус, домой наверх все время там пешочком по лестнице завершающий такой, и прям чувствуешь себя очень кайфово. У тебя прям, ну, просыпается энергия, у тебя, во-первых, кровь разгоняется, все это заставишься за ночь, там лимфа. Прикольно, очень рекомендую, на самом деле. Вот я очень давно пытался это сделать, и только здесь как-то я собрался с мыслями, силами, и вот вроде как начал. Сегодня 21 день, и я чувствую, что у меня уже прям потребность побегать. Сегодня я не успел, потому что мы выехали в 5:30, без 10:05 проснулись, уже было не до бега. Но вот сейчас я приехал, и вокруг дома хотя бы пару кругов пробегусь. Так что все, давайте я побежал. Эх, накататься по Севастополю еще бы, может, вечером сегодня. Так мне это нравится. Здесь вот смотрите, как вот, ну, город такой на сопках весь. Очень приятно так ездить. Вот хорошая автомойка, мне она понравилась. Что за веселье? Свет вырубили во всем районе, похоже. Вообще не вижу нигде домов со светом. Вот в камеру вообще ничего не видно. Потому что у меня ничего не заряжено. Вот с фонариками сижу. Походу зарядка отменяется. Что за деньги? Завтра, если такая же погода, то надо стоит переждать немножко. Ну что, 1 декабря, погода дождливая. Я сейчас вроде думал перерыв, выбежал все-таки подсобраться, и вот вышел, сейчас опять поливает. В такую погоду ехать куда-то, ну, казалось бы, все равно, можно и так поехать, куда-нибудь доехать, в машине поспать. Ну вот сейчас я вот в машину зашел, достаточно холодно в машине, не прогретой, там ночь постояла. Воздух такой холодный. Температура на улице у нас 7. Ну вот здесь такой слоеный пирог сделал. Пенку, потом надонный коврик, еще одну пенку и одеяло. Отлично. Надо только еще закрыть, попробовать ноги вытянуть. Ну, должен, по идее, мне тут как раз будет опираться. Неплохо, скажу я вам. Перед отъездом надо бы еще в одно местечко заехать. К одному очень хорошему человеку, хорошей моей подруге. Привет друзьям охотникам с Якутии. Как раз только что с Валерой разговаривал. Так, подожди. Что? Я хотел это самое. Вот это Виталина, знакомьтесь, народный целитель. И вот я обязательно перед отъездом хотел постараться Подожди. попасть в ее крепкие, надежные руки. Крепкие, нежные. Нежные. Ну, крепкие в хорошем смысле, да, вот. Да, сейчас вкуснее. Мы решили перед отъездом кофейку попить и перед отъездом немножко меня оздоровить. Ты думаешь, ты уедешь сегодня, да? Да, хотелось бы. Виталина все ржет, что не ехать никак. У тебя есть выгода. Тебе надо разобраться с выгодой, что тебя здесь держит. Наверное, мой массаж. Похоже. Но погода опять, смотри, затягивает. Ну ладно, поехали, все, время поджимает. Так вот, смотрите, какая у Виталины замечательная студия.
Прям клевая. Все своими руками, да, Виталина? Мечта. Ну, вот этими ручками. Да. Но на самом деле, отдельный ролик я про тебя хочу сделать. А пока вот часть моего отъезда многодневного. Я вот Щас. делаю ставки, уедешь ты сегодня или нет? Ну, Вот посмотрим, прям мне- как дела пойдут, вот прям посмотрим. интересно, Еще да. дел много. Сейчас посмотрите, какие супер процедуры у меня тут будут, чтобы прям вот здоровым. Спина, чтобы не болела. В дороге шея побаливает Игорь. надо. Чтобы спина была здорова. Это правильно так говорится. Чтобы спина была здорова. Все, что ты говоришь... С частицей не считается. Просто с частичкой нет, когда ты говоришь, чтобы спина болела. Да. Вот. Так как мы состоим из воды, информация твоих клеток, она считывает это и как повелитель говорит, да, мой повелитель. Понимаешь? Мгм. И человек так вот и живет, смотря что он говорит, потому что все наши слова влияют очень сильно на нас. Есть мышление через отрицание, Да. есть мышление через созидание. Вот мышление через созидание, его важно натренировать. Ты меня снимаешь? Да, ты очень хорошо рассказываешь, мне Я. нравится. Я, кстати, вот еще вот у меня был раньше, я же постоянно косячу, у меня там, из-за своей забывчивости, рассеянности. Косячил, давай. Косячил, да. И, вчера опять косяк у меня будет, я звоню. Ну, был косяк, сегодня нет. И я в такие случаи все время, вот дебил, там, вот, себя вот так вот. Прикинь, Ну, потому что это, насколько это, считывает, да, это же я себя программировал. Конечно. Это Сейчас же- я, Смотри, психическая энергия, как она работает. Все, куда фокус, туда внимание, там становится много. И когда ты говоришь, ты на себя смотришь фокусом, и ты говоришь, я классный, у меня все получилось, да, там, ты это усиливаешь, этого становится больше. Это просто образ мышления, и это привычка. Нам ее никто, не говорил там с детства, что так вот классно, да, нам, наоборот, критик был. Ты там такой, ты там сякой, ты сам себе начинаешь говорить. А начинать усиливать сильные стороны. Я тебе, вот проснулся и сам себе, Игорь, я тебе желаю, чтобы ты сегодня достиг того, что ты поставишь с легкостью, с драйвом, с задором, да, с радостью. Ну, то есть, понимаешь? Вот. что ты мне это раньше не рассказывал? Джуси прям так. А потому что ты раньше сам мне не говорил, вот эти вот, понимаешь, не было вопроса. Не Ну было да. запроса. Что хочешь, ты и получаешь, а чего не хочешь, того не Так это получишь. и есть волшебство, понимаешь? Это на самом деле все очень реально просто. Мгм. Образ мышления – это привычка. Ничего Вот это себе. векторное перепрограммирование самого себя. Вот. У меня было огромное желание. Это была первая моя книга Синельникова, я помню. Я вообще литературу такую читала там со школы, да, разную. И я когда просто с этим столкнулась, я поняла, что, как мы же вообще из воды состоим. Формула нас – это вода. Все, что я чувствую, все, что я думаю, что я говорю, моя структура под это подстраивается. Все, ты вообще результат завтра это твой результат сегодня. Мгм. Но то, о чем ты думаешь, Чтобы ты даже вот не порождаешь уже задумывался. завтра, понимаешь? И Что вот тебе вода. векторно поменять то, что ты сегодня думаешь, и ты векторно изменишь свое будущее уже завтра. Вот так. Это Действительно, позитивная нотика. Саш. Да, Я могу долго. приступим, да. Я сейчас просто прозваниваю тебя. Застой. Перестала делать. Пошел откат. Ну вот реально я просто по себе знаю, что когда я ключ, помнишь, я говорила, у меня Мгм. был такой период, да, я специально простукиваю, дыши прям. Живот, конечно. Вот так вот в колючках минут 40 пролежал. У тебя эти доспехи Бога. Что они делают, расскажи вкратце. Да, они вообще перезапуск организма, центральной нервной системы, иммунитета. Здесь еще колючка серебро, медь и цинк. Вот. И микроэлементами твое тело питается сейчас этими. И плюс еще здесь же идет отрицательный положительный заряд. Когда человек лежит, то он, знаешь, такие как микротоки, которые достают очень-очень глубоко и прорабатывают тело прямо на глубинном уровне. Меридианы, старые травмы, которые мы не можем достать. Я могу сзади тебя
Да, давай сзади. Много там, да, все? Вот так вот. Ну все. Спасибо тебе. Спасибо тебе, Виталина. Я помчал. До встречи. Очень я зарядился. Не прощаемся. Еще на недельку не прощаемся. Пока. Ух, как я замечательно себя чувствую. Сейчас мы едем в одно место, и я вам кое-чем похвастаюсь. Ну что, наконец-то сбылась моя хотелка, которую я хочу и для себя, конечно же, и в большей степени даже для вас, потому что я ждал этого года, ждал, что выйдет и что больше всего мне будет подходить, и понимаю, что на сегодняшний день, на этот год, самое подходящее, та-дам! Наконец-то у меня новая камера. Конечно, GoPro все-таки, вот я посмотрел обзоры, микрофон у нее остался практически на том же уровне, не думаю, что у меня звук прям сильно будет лучше, но, по крайней мере, она тут, ну, по изображению, холод вроде лучше держит, ну, у меня 7-я GoPro, то есть, ну, 7-я и 10-я, все-таки уже 3 поколения прошло. Я вчера заказал, купил, но 2 дня смотрел на нее, она единственная лежала в магазине, здесь было, ну, в наличии в одном экземпляре. Потом все-таки решился, купил, приехал и опоздал на 2 минуты, магазин закрылся, я хотел вчера вечером поразбираться, потому что здесь, я так понял, что вот если ты будешь на автомате снимать, у тебя ничего хорошего не получится. Здесь надо, вот, у нее очень много настроек, надо понимать, ну, разбираться в общем в настройках. Один чувак говорит, он уже 2 недели сидит, смотрит обзоры, чтобы понять, чтобы как ты ее настроить, чтобы она качественно работала. Поэтому вот мне понадобится время, чтобы с ней разобраться. В общем, я доволен. Еще она по скидке, 10 тысяч скидка была. Потому что, ну, вроде как, она стоила на 10 тысяч дороже, и сейчас Черная пятница идет, неделя Черной пятницы, до какого-то там декабря, и сам сайт GoPro скидки, ну и все остальные по магазину тоже скидку дали, 10 тысяч. Ну так она 38 тысяч мне обошлась. Ну надо, что делать, надо. Ну что. Та-дам! Возникла проблема. Сейчас не уходит. В общем, там было сообщение, что подписка для этого региона недоступна. Вот так вот в Крыму непросто. И тут много чего так, на самом деле. Ладно, проверим без обновления. Вот моя старушечка. 7-ерка. Вся такая. Проверить надо, есть ли шуршание. Сейчас вот, когда на эту камеру снимаешь, если с руки. Я вот сейчас просто с руки. И сейчас у меня получается без обновления. И опять же здесь экранчик. Вот надо научиться на него не смотреть, а смотреть сюда в камеру. Разница. Оп, оп, оп. Глаза уходят. Они сами туда на экран автоматически прыгают. Что ж такое-то? Мне же надо успеть. Я вспомнил, что заявление на загранпаспорт подать на госуслугах. Что месяц оно будет делаться, пока я как раз катаюсь. Ну, рассматриваться. И вот тут фотка не подходит. Я сфоткался на телефон, тут формат не подходит. Пытаюсь на комп завис, все, причем конкретно завис, тут ничего не реагирует. Вот Виталина говорит, меня что-то держит, реально что-то держит. Ну, так получается, что одно, другое, третье, вот оно прям вот все. Да, вещей, конечно, у меня дохренища. Вот. И уже машина полная. И только вот это мусор. Сейчас будем таскать. Ну все, спасибо этому дому. Ленусик, спасибо вам с Василицей за гостеприимство. Прямо уезжать не хочется, но надо. Погнали. Время 6 часов, без 10. На улице, конечно, холодно. Ветер поднялся. Тучи такие дождевые, по прогнозу дождь. Но я хочу в Балаклаву поехать там заночевать, попробовать на берегу, только там, мне кажется, ветруган будет сильный, конечно, ветер как раз с той стороны идет. И проснуться с утра мне там, я хочу поснимать кое-что там, вот в Балаклаве. Батарея Драпушко. Она просто, я так понимаю, она даже не как исторический, она не как музей, никак не оформлена, просто так как заброшенная стоит. И там интересные истории солдат, которые там вот воевали на табличках. Я хочу поснимать и потом сделать видео, рассказать эти истории. Вот такой у меня план. Главное, чтобы ветра не было. Ну, посмотрим, как завтра будет по погоде, чтобы поснимать.
Смотрите, что я нашел прямо на краю здесь. В конце дороги, вот здесь уже море идет за этим холмом. И вот здесь такая площадочка. Прям вот. Сейчас сходим сначала с фонарем. Что, прикольно же? Смотрите, здесь вот от ветра немножко закрывает вот эти камни, деревья. Вид на море есть вот там. Ну, днем будет видно. Даже можно пожечь костер. Сейчас, наверное, не буду этим заниматься. Хотел же дрова купить на заправке, забыл. Ну ладно, завтра заеду. Сегодня без костра. Ну все, устраиваемся поудобней. Классное место. Ничего не видно, ладно, завтра посмотрим. В общем, нормально. Мне нравится. А завтра осмотримся, как обычно, с утра. Вот как мне всегда нравилось приезжать вечером в какое-нибудь место, когда ты не видишь, что вокруг происходит, и потом с утра ты наслаждаешься видами. Ну, я тут уже был, я знаю, что здесь меня ожидает. Здесь вот прям море, вот прям вот сейчас вот за это вот эти волны с левой стороны, и там чик-чик, обрыв и море. Кстати, вот практикую. Хочу сейчас оперативно все выкладывать. Вот, наверное, мои вечера будут заняты монтажом. Сейчас вот сижу, все монтирую, то, что я наснимал. Это что одно, другое, третье, вот оно прям вот все. Да, вещей, конечно, у меня подсобрался. Доходища. И еще я буду, скорее всего, выкладывать с планшета, потому что я что-то, ну, если буду находиться с ноутбука, можно с ноутбука. Там просто более грамотная, как это назвать, процедура выкладывания видео. Там можно настроить, там рекламу, фотки настраиваешь, там время. А тут, я так понял, в приложении, именно на планшете, на телефонах, ты нажимаешь загрузить, и оно тут же вылетает на YouTube автоматически. И там картинка, ну, он подбирает, какую хочет картинку с видео. Вроде так. Очень вероятно, что я в дороге, я буду оперативно стараться каждый день, через 2 дня выкладывать. Ну, хочу так, вот сейчас вот буду как раз, я это и хотел, набить руку, чтобы делать все, монтировать в дороге и оперативно всем этим делиться. А выкладывать уже буду, конечно, ну, как будет получаться, в то время, в какое будет получаться, когда у меня будет интернет. Здесь вот сейчас сижу в балаклаве, интернета вообще нет. Мне даже фотку там в Инстаграм еле грузится. Ладно, ролик уже получается, вот я пока 25 минут смонтировал, еще вот эти вечерние съемки. Все, давайте. Мне показалось, там шторм идет. Молния сверкнула. Решил сразу разобрать постель себе. Ну все уже практически. Вот сейчас сбоку убираю. Вот все, у меня тут в кровати готово. Рюкзак сейчас на переднее сиденье. Ко второму рюкзаку. Вот они тут. Аккуратно так 2 рюкзака хорошо помещается. Еда вся здесь. И вообще зашибись. Сейчас увидите. Сейчас кайфово лягу. Ну, отлично устроился. Эту подушку тут под бок. Машина нагрета, пока тепло. Так что можно ложиться. Ну, я думаю, на этом мы сегодня закончим. Всем спокойной ночи. До следующего выпуска.